Солдаты ВСУ молодцы. Прорвали двойную оборону Российской Федерации в Курском направлении за 15 миллиардов рублей. Я просто не понимаю, кто верит в эти сказки. Это же то же самое, что было 7 октября, когда Хамас вторгся в Израиль. Им дали пройти, они прошли. Многие ребята, прорвавшие границу, вообще без опознавательных знаков, без украинской символики, потому что подчиняются далеко не Украине и не России. А глупые россияне продолжают просить помощи у Путина. Путин, помоги, НАТО напало. Суки, ненависть! Это твари какие-то, где наше правительство? Путин, все хуже! Путин, помоги, пожалуйста! Помоги, пожалуйста! Там все распевают! Вы, наверное, ничего не знаете, но там страсть Господня, что делается! Там страсть, что делается! Помогите, пожалуйста! Помогите! Маленький 1,5 года и 8! Ребенок в больнице лишь остался без матери! Машина осталась там разбита, я прошу милицию, помогите вывезти машину, там документы, там деньги, там все осталось в машине. Россияне, когда же вы поймете, что вас некому защищать? Путин врал, врет и будет врать. Вспомните, как он говорил, что если кто-то осмелится напасть на Россию, то ответ не заставит себя ждать. Сейчас его втоптали в грязь, показали, что он пешка, просто говорящее туловище, которому нет дела до людей. Вас кинули, ни эвакуации, ни помощи, ничего. Ах, ну да, кинули кость с барского стола, по 10 тысяч рублей каждому, у кого сгорел или разбомблен дом, или кто просто лишился жизни. Знаете, почему не последовало реакции на совещании Совета Безопасности, а Путин сидел и заикался, не зная, что сказать? Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Потому что он не знал, что говорить. Он не успел получить указания. Он выполняет только то, что ему скажут. Путин вас убивает, россияне, точно так же, как и убивает украинцев уже 3 года, выполняя планы иудеев. Зеленского это тоже касается. 2 друга, 2 товарища, с одним хозяином на 2. Что Россия, что Украина давно оккупированы убийцами славян и являются американскими корпорациями, а люди – это ресурс, товар. Проверьте сами, куда идут ваши налоги, оплата ЖКХ и прочие услуги, за счет кого неработающие евреи живут всю жизнь. А правительства России и Украины имеют номера компаний и регистрацию в США. У них задача такая – врать вам и обвинять Америку и Европу во всех смертных грехах. При этом они забывают напомнить вам, что все счета у властимущих, президентов, замов, депутатов и прочих в долларах у них за границей. А их детки в ненавистной Америке и Европе живут, учатся, имеют бизнес и деньги, пока мы, бедняки, друг друга убиваем и освобождаем для них земли.
Вот смотрите, наглядный пример договорника. Минобороны Российской Федерации отчитались, что атаковали село в Курской области. Российские военные сбрасывали авиабомбы в ФАП в приграничном районе Курской области, село Дарьино, а точкой удара была напротив местной школы. Можно было бы сказать, что россияне пытаются оттеснить солдат ВСУ. Только вот эвакуации местных граждан не было и не будет, потому что люди на определенных территориях просто балласт и подвержены уничтожению. А вы продолжаете убивать друг друга, захлебываясь ненавистью из-за спланированных устроенных провокаций, которые начались еще в 2014 году, когда армия Цахала бомбила градами в обе стороны. Сейчас происходит то же самое. Очень жаль детей и животных, но вы не хотите видеть правду, которую мы, рискуя жизнью, пытаемся до вас донести. Вы продолжаете кричать: «Путин, помоги!» А пока главный раввин Украины, то есть хозяин, на военном хаммерсе под «Слава Украине» примчался благословить украинцев в составе Цахала убивать палестинцев. Привет. Вам видно или нет? Да. Вітаю вас, хлопці. Ми вас вітаємо! Я вас вітаю, благословляю. Пусть Бог вас, нехай Бог вас оберігає. І я зараз в Ізраїлі, от я якраз з солдатами ізраїльськими, і завтра повертаюсь в Україну. Я хочу передати привіт. Це завершили в момент стрілів в Україні, ми навчав шама битрави. Солдати Цахала Ізраїля передають вам благословення. Привіт, хлопці! Шалом лекулям, хаверим. Ребята, здесь наши люди здесь. Машломхем. Машломхем. אנשים שלנו עכשיו. מעולה. תודה לאל, ברוך השם. אז בעזרת השם, переможем всех ворогов в Украине, это в Израиле. Всех бандитов, всех террористов, всех злодеев, злочинцев. Слава Украине! Героям слава! И тут же приехал Берл Лазар, один из главных раввинов России, и также благословил и россиян, и украинцев в составе Цахала. אני תלמיד של הרבי מלובביץ', רבי מחב"ד. איך שהרבי דיבר על החיילים, הם האנשים הכי קדושים שיש בעם ישראל. זה שהם מוסרים את נפשם, זו הדרגה הכי גבוהה שאפשר בן אדם להגיע, כשהוא עובד את השם, הוא מוכן ללכת במסירות נפש, כמו שהלך יצחק אבינו, כמו שהלך עקיבא, רבי עקיבא. אותו דבר אתם הולכים למסירות נפש להציל את עם ישראל. שתדעו שאתם מצילים את עם ישראל לא רק בארץ, אתם מצילים את עם ישראל בכל העולם. זה שיהודי היום מרגיש בטוח, חזק, יודע שיש הצבא, הגנה לישראל, לא רק לארץ ישראל, לא רק לירושלים או לכפר עזה, זה צבא הגנה לישראל, לכל עם ישראל. אז תדעו לכם שיש לכם זכות, עם ישראל מתפלל עבורכם. כל יום אנחנו אומרים תהילים, מתפללים שאתם תצליחו, תחזרו הביתה בשלמות ושיהיה ניצחון גדול. אמן. המלחמה הזאת האחרונה, זו מלחמה האחרונה לפני הגאולה האמיתית והשלמה. Amen. Вот теперь и думайте же наконец,